В повестке очередного заседания Кабинета министров было 15 основных и 7 дополнительных вопросов. 3 из них представил министр финансов Владимир Дылба. Первый касался организации работы по составлению проектов законов Республики Абхазия о республиканском бюджете и о бюджетах государственных и внебюджетных фондов страны на 2023 год. Этому способствует наше бюджетное законодательство, законодательство о государственном прогнозировании и программах соцэкономразвития. Перед вами проект постановления, в котором указаны сроки подготовки и проведения необходимых мероприятий для того, чтобы формировать бюджетные параметры на очередной финансовый год. Уважаемые коллеги, я хотел бы, наверное, особо подчеркнуть и остановиться на особенностях и следующего года, в том числе бюджетного, и следующего как такового для цели формирования бюджета. Год у нас юбилейный. Мы в частных с вами беседах и на различных иных совещаниях об этом тоже неоднократно говорили. Убедительная просьба, в случае, если это будет установлена программа мероприятий по подготовке и празднованию юбилейных мероприятий, расходы указывать по ведомствам отдельной строкой. 30 сентября, и так далее. Соответственно, по бюджетам государственных внебюджетных фондов аналогичная позиция. Здесь тоже все расходы, которые будут проводить за счет источников этих поступлений в фонды, тоже на 2023 год, расходы я имею в виду по празднованию 30-летия, отдельной строкой, чтобы было понятно, на какие цели, обоснованность их и направление этих средств. Далее Владимир Дылба представил на рассмотрение коллег представление главе государства Аслану Бжане предложение о подписании протокола о внесении изменений в соглашение между Абхазией и Россией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы в 2022 году основных категорий работников госучреждений. Речь идет о сфере здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта. Дело в том, что мы прекрасно с вами помним, что уже в это соглашение практически каждый год вносятся изменения, и особенностью этих изменений является в том числе проведение мониторинга по результатам освоения средств российской финансовой помощи. Иногда совершенно так непредметно относимся к соблюдению, в том числе трудового законодательства, но это как раз-таки и показали эти мониторинговые мероприятия. Прошу обратить внимание на особенности протокола. Со следующего года будет введен порядок изменения процентов по софинансированию. Тем самым мы должны увеличивать долю Республики Абхазия в части софинансирования. Это дает нам возможность, с одной стороны, более ответственно относиться к расходам государственного бюджета в части именно использования на эти цели фонда оплаты труда. И с другой стороны, высвобождающиеся средства будут по программам социоэкономического развития 23-25 направляться на инфраструктурные проекты. Это касается одной части изменений, отметил министр финансов. Во второй предусмотрено соблюдение соотношений по количеству одновременно занимаемых одним работником ставок. Национальное трудовое законодательство прописывает об этом, но, как оказалось, при реализации этого законодательства мы все-таки не всегда соблюдаем это. Это мягко сказано, совсем не соблюдаем. И пришлось дойти до этого, что в межправительственное соглашение это надо включать. Полагаю, что эта ситуация коренным образом должна измениться в ближайшее время. Надеемся на улучшение. О результатах я еще раз повторюсь, об этом докладывали здесь, на правительстве, и в беседах, соответственно, с распорядителями этих средств, где были допущены эти недостатки и нарушения. Вот два основных изменения, которые влекут за собой внесение изменений в соглашение. С российской стороны полномочия уже были оформлены соответствующим распоряжением. Премьер-министр Александр Анква поручил министрам обратить особое внимание на данную проблему, отметив, что иначе будут предприняты жесткие меры. Придется отказываться от этой практики, которая в итоге называется просто хищение государственных средств.
сожалению, придется резко менять отношение к этой проблеме. Да, будет плохо, будет тяжело, но другого пути быть не может. У нас образовались отдельные лица, у которых 6, 7, 8, 9 бюджетных карточек. Придется обратить на это внимание дополнительное всем руководителям, которые вместе с бухгалтерским составом подписывают финансовые документы. Нет, принятие решения, конечно, руководством осуществляется для выплаты таких средств. Значит, недалек путь к Уголовному кодексу. Позаботьтесь, чтобы республика не терпела ущерб. Иначе эти деньги куда уйдут, Владимир Валерьевич? Но уже есть предложение, хотя оно пока стоит, как говорится, на обсуждении. Общий объем средств будет сокращен из российской финансовой помощи. И сумма какая, Владимир Валерьевич? 363 миллиона рублей потеряет республика. Также Владимир Дылба представил постановление о повышении заработных плат основных категорий работников госучреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта. 2022 год среднее целевое значение по педагогическим работникам должно достичь 25 186 рублей. Вот. Педагогических работников дошкольных учреждений 20 900, дополнительного образования 22 тысячи, преподаватели образовательных учреждений начального и среднего профобразования 22 900, высшего профессионального 34 900, научные сотрудники 30, врачи 34, средний медицинский 20 300 рублей, младший медицинский 13 500, работники учреждений культуры, основной персонал 16 600 и работники, занимающие должность служащего социальный работник 14 500 рублей. Сразу хочу сказать, что по многим позициям, которые указаны в приложении к проекту постановления, уже целевые значения достигнуты. Есть там, где еще нет. Я, когда говорю достигнуты, путем совмещения, даже слово совмещение в кавычках можно брать, нескольких должностей. Вот. Если надо, допустим, к примеру, скажем, педагогическим работникам образовательных учреждений 25 тысяч среднюю заработную плату достичь, но если работник работает в 6 местах, он давным-давно ее достиг. То есть среднемесячный его заработок уже давно превысил 25 тысяч рублей. Я к чему говорю? Это все взаимосвязано. Предыдущий проект, который сейчас стоял на обсуждении, и текущий. Есть хорошая возможность достигать этот уровень правомерно, абсолютно законным способом. Никто, еще раз повторяюсь, не посягает на совокупный месячный доход. Но это надо сделать законно. Средства на эти цели в республиканском бюджете есть. Вот. Общий объем будет доводиться по стране с учетом вот этих повышений, 1 миллиард 600 миллионов рублей. Глава правительства отметил, что российская сторона свои обязательства по данному договору выполняет своевременно. С 2005 года мы получили из Российской Федерации почти 67 миллиардов рублей, не учитывая пенсионные деньги. Если мы, как подписант соглашения, будем себя так вести, то у российских коллег не будет ничего, как остановить финансирование. Вынужден это повторять несколько раз. Ответственными будем мы, все вместе, руководители. Вот так. И прокуратура нам поможет. В ходе заседания члены правительства одобрили соглашение Абхазии и России в области здравоохранения, а также постановление о проведении переговоров для подписания соглашения о сотрудничестве между Министерствами сельского хозяйства Абхазии и Сирии. Анастасия Никонова, Инала Гухава, Абазатовая.